Стал родным домом и для семьи Саутиевых из Ингушетии. Одна из дочерей Саутиевых, Зима, в прошлом судья. По ее словам, она выступила против незаконного решения властей соседнего региона. Отсюда и началась трехлетняя история, которая вынудила семью покинуть Ингушетию. Помощь в непростой ситуации оказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Улица Ларсанова, 6. Теперь этот дом станет родным для бывшей судьи Магасского районного суда Ингушетии Зимы Саутиевой и ее родных. Женщина переехала в чеченскую столицу вместе с родителями и сестрой. От такого ценного подарка они не могут сдержать эмоций. То, что сделал Рамзан Ахматович при получении моего обращения, а получил он его очень быстро, я не ожидала. Это, конечно, это переполнило не только меня, не только членов моей семьи, но и всех людей, которые, родственников у нас очень много, всех людей, которые нам дороги и близки. То есть это было воспринято, вы знаете, ну, какое-то, я не могу сказать, что это социальное явление, я не могу сказать, что это какое-то, у меня другой, совершенно другой термин. Это было, знаете, скажем так, ну, Рамзан Ахматович достаточно очень известный, громкий и мудрый политик. К нему обращаются со всей России, мне это прекрасно известно. Когда я приняла решение обратиться к нему, я в глубине души была уверена, что будет какой-то отзыв. Но что он будет таким, я, естественно, и ожидать не могла, поскольку в ходе личной беседы Рамзан Ахматович выразил уверенность и сказал, значит, здесь нет никакого политического подтекста абсолютно. Вы обратились, у меня очень много обращений, обращается со всей России, чтобы вы знали, но вместе с тем оставлять без внимания боль и трагедию своего братского народа, а тем более, если обращается ингушская женщина, это непростительно. Поэтому я принимаю решение, выделяю вам жилье. И жилье сегодня в масштабах города Грозного, в масштабах, в принципе, России, 4-комнатная квартира, да, причем с такой планировкой, да, это еще обставленная. Ладно, там квартира выделена, но она еще обставлена, понимаете, это второй подарок. И даже если бы не была бы эта квартира, и если бы она не была бы именно такого формата и не такой, то одно то, что он сам на это среагировал, сам пригласил и сам сказал, что до меня дошло ваше обращение, это уже переполнило нас очень сильно и серьезно. Переезд в Чеченскую республику стал итогом череде событий, которые начались в 2010 году в Ингушетии. Тогда квалификационная коллегия судей республики предложила снять с занимаемой должности судью Тагира Аздоева. Однако Зима Саутиева выступила против этого решения, руководствуясь его профессиональными качествами. Как рассказывает Саутиева, именно тогда взялись за нее. Глава Ингушской республики поручил отменить решение судьи о сохранении в должности Тагира Аздоева, хотя не имел на это права. Члены все той же квалификационной комиссии признали ее деятельность неэффективной и освободили от должности. Позже неизвестные бросили гранату во двор ее дома. Тогда и пришлось искать защиту за пределами республики. Руку помощи протянули в соседней Чечне. Глава региона Рамзан Кадыров и общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Последняя чаша была, последняя капля в этой чаше. Я случайно, ну, а могло бы быть так, что именно тходиш ададыш касается раз. Именно трон. А фотох цандер. Сон именно дар фотох. Что мы ему сделали? Хатвин чханин цани цунт кулсуш, саквянукс. Сахдак саш дули. Мы же не можем быстро выскочить, быстро пойти. Он могут жевать, все могут жевать. А вообще, ему я хам, никогда в жизни мотаться с Бадарич. Да, я волос, возле вах приводил. А если члам сбегать Рамзан. На самом-то деле, все, что вы говорите, это, знаете, явление, которое мы прожили, пережили, пропустили, так сказать, через себя, это на самом деле было очень сложно. Если в доме были бы только одни, допустим, молодые люди, тогда как-то, может быть, немножко в другом ключе все это выглядело бы. А учитывая, что здесь пожилые люди, и тем более мы сами с 92-го года, скажем так, находимся в Республике Ингушетия, с 92-го года сами толком на ноги не стали. И сегодня, если я, допустим, пребываю в таком состоянии, что я вынуждена, и неважно, к кому я обращаюсь, но если я вынуждена сегодня обратиться с таким, значит, вопросом, призывом, то в любом случае это, конечно, неправильно. Я уверяю вас, если бы, скажем так, ситуация складывалась несколько иным способом или образом, конечно же,
Если бы что-то можно было вытерпеть, конечно, мы вытерпели бы. Если мы в одном из самых красивых городов России имеем жилье, которое нам не передано во временное пользование, а подарено, это большой дар. Причем мы вот сейчас только что вошли сюда, и вы сами видите, что здесь происходит. Здесь обстановка, интерьер, мебель. И что самое интересное, даже вот сейчас мы зашли на кухню, а там стоят конфеты, значит, продукты, просто чтобы мы сегодня могли просто попить чай. Это, конечно, это тепло, это сделано с душой, это сделано красиво, это сделано очень ярко. И мы понимаем, что здесь нет никаких там каких-то, скажем, там течений там, или каких-то явлений. Все это было сделано просто для того, чтобы показать нам Это никто так не сделал. о том, что наша боль услышана. И о том, что Рамзан Ахматович просто понял нашу ситуацию и пошел нам навстречу. Рамзан Ахматович дал Зиме Саутиевой выделена 4-комнатная квартира в центре Грозного. Чеченские власти также обещали трудоустроить женщину и ее родственников, оставшихся без работы. Просто временно просто у егишки парватыши бог лишь бы они могли работать. Там им и на работу нельзя выйти. Саутиева бояхш. Гонение, да, вот когда репрессия была при Сталине, ждать. Саутиева, он в глаза не видит он. Что она может сделать? Бог бябца. Она, правда, сколько она работала, суханицу, она милиция, там в этом коридоре они стоят с утра до вечера, цартыркался беш. Вах сагви, хочу варвы, санвен варха дуквах, малук должвах. Ишда, цушиху, бал хабицы, цуши дища, хамадей. Нахак дахаттыч, нахак, простые люди, да, которые там живут в республике, они скажут, что она за человек. Таких обращений очень много в республике. Вы знаете, из Читы, из Иркутска, с Дагестана, со всех регионов практически люди обращаются, и по мере возможности мы, конечно, Зима – это наша сестра, и у нас не было ни личных контактов, ни знакомств, мы это все видели из средств массовой коммуникации. И здесь нет, и не надо искать здесь какой-либо политики. Это шаг доброй воли и милосердия главы Чеченской Республики, который, как вы знаете, он оказывает всегда, ежедневно, каждый день. И это все происходит искренне и не наигранно. И в данный момент мы видим, что эти люди нуждаются, люди боятся жить у себя дома, потому что ощущают какие-то непонятные гонения. История Зимы Саутиевой бурно обсуждается и в сети. Большая часть интернет-пользователей поддерживает женщину в этой непростой ситуации. А семья уже в ближайшее время собирается переехать в новую квартиру. Впервые за долгое время с облегчением вздохнул и глава семейства Салангирей Саутиев. С его слов, только сегодня он почувствовал, что семья в безопасности. В первую очередь после переселения здесь прочитают Мавлид, на который Зима пригласила и главу республики. Магомед Изидов, Таймир Хаджиев, Джамлаил Хаджалиев. Новости.